На повестке дня заседания Совета муниципальных образований Республики два вопроса, один из которых – ход кормозаготовительной кампании. Всего в этом году в Туве для успешного прохождения зимнего периода планируется заготовить свыше 254 тысяч тонн кормов. Сегодня все 17 районов приступили к заготовке. Среди лидеров, которые набрали опережающие темпы – Тандинский, Чайхольский и Терехольский районы. На заготовку кормов механизированным способом нам потребуется в этом году не менее 548 тонн горюче-смазочных материалов. Это в сумме составляет 28,5 миллионов. Так как кормозаготовительная кампания проводится исключительно за счет собственных средств хозяйств, основным проблемным вопросом, конечно, является рост цен на горюче-смазочные материалы. Это за 1 литр дизельного топлива на сегодня составляет в среднем 52 рубля за литр. В сравнении с 2020 годом 1 литр он составлял 50 рублей. По результатам мониторинга средняя высота травостоя по республике составляет 50-60 сантиметров. По оперативным данным, по состоянию на 16 августа к заготовке кормов у нас приступили все 17 районов. По данным управления сельского хозяйства районов, всего по республике скошено 49 643 гектара. Из них уже убрано 46 814 гектаров. Объем заготовленных кормов у нас составил 66 689 тонн, или 26,5% от намеченного плана. Меньше показателей по кормозаготовке у Тесхемского, Байтагинского и Сюдхольского районов соответственно. Всего на полях республики для выполнения плана кормозаготовительной кампании задействовано более 4,5 тысячи человек, в том числе 175 студентов и свыше 400 безработных. Связано с тем, что, уважаемые коллеги, на сегодняшний день у нас в связи с организацией летние пастбища скота, основная масса скота и все чаварские летние стоянки у нас находятся за тайгой, в основном до 70%. Поэтому у них план до 15 августа уже потихоньку спускаться низовья. И у нас, к сожалению, вот по докладу очень здорово слышно по Вирскому Кожину, там тракторов, допустим, до 96 единиц имеется. И Хемскому Кожину тоже около 90 тракторов имеется. У нас в нашем Кожине тракторов для организации массового механического оснащения имеется всего 37 тракторов. Поэтому мы тут маленько отстаем. С докладом по заготовке кормов в Пихемском районе выступил председатель администрации Кюдер Мангуш. Здесь в этом году для зимовки скота планируют подготовить более 14 тысяч тонн кормов. На кормовых угодьях преобладает злаковые, злаково-бобовые и бобово-злаковые травы. Оптимальный срок заготовки сена в Кожине начался с середины июля месяца. По всему Кожину наблюдается хороший травосой на кормовых угодьях в связи с благоприятными погодными условиями для роста и развития растений. Влаги достаточно. Министерством экономики региона проводится оценка эффективности деятельности муниципальных образований по социально-экономическому развитию. Рейтинг строится на основе 18 показателей, где фиксируется фактическое состояние развития в районе и ситуация в целом. Далее системой насчитываются баллы по каждому муниципальному образованию. Об итогах социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики за прошлый год сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Айдыс Сад. Лидерами по объему водожилья по муниципальному образованию стали Кызылский Кожун, Терехольский Кожун, Тандинский Кожун. Основная причина недостижения показателей по тем кожунам, которые не выполнили, несвоевременное получение разрешения на работу в эксплуатацию объектов жилищного строительства. Объем жилищного строительства и рост числа семей в лучших жилищных условиях главным образом достигается за счет участия республики в федеральных программах по расселению аварийного жилья, обеспечению жильем детей-сирот, молодых семей и специалистов, а также льгот по ипотеке. Основная специализация республики сельского хозяйства. В данной отрасли в рейтинг включены показатели по поголовью крупного и мелкого рогатого скота. Отметим, что показатели имеют стабильную положительную динамику с ежегодным приростом от 2 до 6%.
По итогам деятельности органов местного самоуправления первое место в рейтинге муниципальных образований за Пихемским районом, далее Дзунхемчикский и замыкает тройку Тоджинский Кожун. Указом главы Республики Тава 9 августа 2021 года номер 271 данному району присуждается гранты в размере 5 миллионов за первое место, 3 миллиона за второе место, 2 миллиона за третье место соответственно. Лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического и социального развития, а также хорошим достижением главных показателей по рейтингу. К примеру, муниципальная команда Пихемского Кожуна достигнута целевых показателей по 16 из 18 показателей, Дзунхемчикского по 15 показателям, Тоджинского по 13 из 18 показателей. За достижение результатов районам вручаются гранты на социально-экономическое развитие Кожуна в размере от 2 до 5 миллионов рублей. Сертификат на сумму 5 миллионов рублей вручается администрации Пихемского Кожуна. Айраса Чайхан Донгак, Азамат Очур, Тува 24.